حي على الفلاح. Медресе Мухаммадия – гордость татарского народа и мусульманской России. Крупнейшее в мусульманской России медресе Мухаммадия было учреждено в 1882 году купцом второй гильдии Мухаммедзяном ибн Наминовичем Галеевым и его сын Галимджан, бывший в то время имамом мечети, который впоследствии станет видным религиозным и общественным деятелем, общероссийским муфтием, известным как Галимджан Баруди. В 1882 году отец Галимджана Баруди Мухаммеджан основал одноэтажное здание 16 метров в длину и 8 в ширину. В честь первого основоположника Мухаммеджана медресе назвали Мухаммадией. Также от его фамилии Галеев оно звалось Галеевское медресе. Но сразу, в год открытия медресе, число студентов возросло так, что они перестали вмещаться в учебное здание, и это побудило Мухаммеджана на переоборудование подвала, где он также вставил окна, после чего студенты смогли обосноваться и там. К сожалению, в 1898 году деревянное здание медресе было полностью уничтожено пожаром. Спустя небольшое время на помощь приходят богатые и авторитетные татары своего времени, среди которых был и известный шейх накшибандийского тариката Зейнулла Ишан Расули, которого современники называли духовным королем татарского народа. С их помощью было построено новое каменное медресе, которое состояло из 2 этажей. Слава Мухаммадии распространилась среди всех мусульман России, и спустя некоторое время в помещении нового медресе вновь становится тесно. В 1901 году было дано разрешение на постройку 3-этажного здания медресе. Приобрести знания в этом медресе спешили не только татары, но и башкиры, казахи, киргизы, калмыки и другие представители тюркских народов. Баруди приложил много усилий для того, чтобы современный уклад медресе соответствовал санитарно-гигиеническим требованиям того времени. Медресе имела при себе столовую, кухню, больницу, мастерскую обуви, лесничество, переплет книг, огород. Зимой студенты медресе имели возможность кататься на коньках в зимнем саду. В медресе помимо основного здания функционировала школа для бедных детей, которые не имели возможность оплачивать учебу. Медресе обеспечивала детей одеждой и учебными принадлежностями бесплатно и даже выплачивала стипендию. В 1891 году Галимджан Баруди начал обучать шакирдов по непривычному тогда звуковому методу. Мухаммадия стала первым джадидским медресе. Наряду с традиционными богословскими предметами он ввел в программу своего медресе светские науки, приблизив его тем самым к учебным заведениям европейского типа. Поэтому медресе Мухаммадия иногда называют татарским университетом. Шакирды занимались в течение 14 лет и изучали здесь арабский, турецкий, русский языки, математику, геометрию, физику, географию, психологию, педагогику, медицину и гигиену, правоведение, историю России, историю тюркских народов и другие предметы, то есть получали полноценное светское и духовное образование. В Мухаммадии получили образование муфтии Мухаммад Сафа Баязитов, ученые и общественные деятели Хаджа Бадиги, Саид Вахиди, Газиз Губайдулин, Гали Рахим, революционеры Хусаин Ямашев, Камиль Якубов, писатели и поэты Фатих Амирхан, Зуфар Баширов, Фатхи Бурнаш, Мажид Гафури, Карим Тинчурин, Галиаскар Камал, Накый Исанбет, композиторы Султан Габяши, Салих Сайдашев, художник Бакый Урманчи и много других. По некоторым данным, учебный процесс продолжался вплоть до 1921 года. Память о знаменитом медресе в народе была жива и в начале 90-х. Когда с крахом атеистической идеологии религия начала возвращаться в жизнь общества, встал вопрос о возрождении Мухаммадии. Главным инициатором и двигателем этого процесса стал молодежный центр «Иман» и его руководитель Валиулла, тогда еще Венир Якупов, чей вклад в этом деле трудно переоценить. Практически все приходилось делать с нуля. Мы опирались, конечно, в своей работе на дореволюционный опыт. Нами были переизданы учебные программы медресе Мухаммадия, мы переиздали, медресе Хусейния и других медресе. Пригласили преподавателей. Огромный интерес был у населения. Все стремились обучаться. До сих пор многие его называют народным медресе. Я считаю, что это достаточно хорошая характеристика и показатель сути этого медресе. В
1993 году, после долгих десятилетий забвения, медресе Мухаммадия открылась вновь. Однако студентам возрожденного медресе не суждено было сразу вернуться в стены старого здания. Первые занятия прошли в арендованных помещениях ДК имени Ленина. Далее в строящейся мечети Рамазан и в учебных классах, расположенного рядом Кировского военкомата. Затем в мечети Нур-Ислам в поселке Северный. Затем в возвращенной мусульманами полупригодной Апанаевской мечети. И даже после того, как здание медресе было возвращено, пришлось пройти долгие судебные тяжбы и выдворение незаконных арендаторов. Однако и после возвращения учебного процесса в исторические стены предстояла огромная работа по созданию приемлемых условий для учебы и наработки содержания образовательного процесса. Одним из первых и основных преподавателей медресе стал Абдульхак Хазрат Саматов, который, начиная еще с советского времени, полуподпольно вел обучение основам религии, а в перестроечные годы дал старт нескольким татарстанским медресе. Он, возможно, и не полностью осознавая того, стал одним из тех, благодаря кому эстафетная палочка татарского религиозного образования была передана новому поколению учителей. Мы очень легко относимся к Корану, как к написанному каким-нибудь писателем или как к конституции какого-то государства. Сегодня появилось много тех, кто толкует Коран по собственному разумению. Вера пока еще не укрепилась в наших сердцах. Сегодня Казанская высшая мусульманская медресе Мухаммадия является высшим религиозным учебным заведением в ведении Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Здесь осуществляют подготовку специалистов для религиозных и образовательных учреждений, а также лингвистов, переводчиков арабского и татарского языков. На дневную форму обучения принимают юношей и девушек на базе 9-11 классов. Зачисление осуществляется по результатам вступительных экзаменов. На дневном отделении медресе студенты обучаются 5 лет. Юноши и девушки 2 первых курсов обучаются отдельно. На младших курсах обучение направлено на усвоение религиозных дисциплин, мусульманского вероучения, шариатских норм поведения, в том числе и регламентирующих этикет сосуществования представителей противоположных полов. Для девочек первого курса существует специальный предмет «Женщины в исламе», на котором подробно изучаются правила поведения, одежды женщины, основные наставления семейной жизни и воспитания детей в духе ислама. Здесь в медресе дают очень хорошие знания. В светском учреждении понял ты, не понял, это никому не важно. А здесь все дается доступно, и все-таки преподаватель, его основная цель, чтобы материал был усвоен каждым. К началу 3-го курса студенты уже имеют серьезную базу религиозных знаний, необходимых для соблюдения норм, регулирующих повседневную жизнь в обществе. В программе начинают превалировать общегуманитарные дисциплины, направленные на формирование мировоззрения и личности студента. На старших курсах юноши и девушки обучаются единым потоком. Несмотря на то, что у нас название медресе, мы его сохраним, мы его не поменяем. Хотя нам предлагают его поменять на институт, университет, академию, но мы хотим сохранить это историческое название. В центральной части России, я считаю, мы одни из лучших. В настоящее время медресе располагается в 2 основных корпусах – мужском и женском. В мужском корпусе находятся административные помещения, учебные классы для юношей младших курсов и для студентов объединенных групп старших курсов, компьютерный зал, комната для совершения молитв, мусалля, столовая. У иногородних студентов есть возможность жить в общежитии. Женское отделение предназначено для студенток младших курсов. Здесь также находятся учебные классы, женское общежитие, столовая и молельня. Все студентки, согласно правилам медресе, одеваются по шариату, соблюдают хиджаб, что предполагает покрытие головы и шеи, а также ношение платья, закрывающего полностью все части тела, оставляя открытыми кисти рук. На протяжении 6 дней студенты всех курсов занимаются по 5 часов в день аудиторно. После последнего урока все студенты и преподаватели совершают дневной намаз, а затем обедают. В медресе есть библиотека, оснащенная учебниками и литературой, необходимой для выполнения курсовых и дипломных работ. В Мухаммадие существует специальный учебный компьютерный зал, где студенты с 1 по 5 курс обучаются основам информатики и компьютерной грамотности. Не результат, что ты только хорошо учишься, а результат, что ты хорошо учишься, и у тебя это сопровождается хорошей нравственностью. В медресе обучаются юноши и девушки не только из Татарстана и других регионов России, но и из ближнего зарубежья. Русские, башкиры, чуваши, украинцы, таджики и, естественно, большинство студентов татары. Преподаватели
преподавательский состав также многонационален. Кроме татарстанских преподавателей, есть и носители языка, специалисты из арабских стран. С самого открытия медресе прибыл из Иордании Хусам Абдурахман, устаз, который до сих пор в этом медресе так и остался работать, обрел и российское гражданство. Это тоже большой вклад внесло для того, чтобы медресе обрело такую солидность, я бы сказал. Также в медресе организована вечерняя и заочная форма обучения. Здесь нет возрастных ограничений, можно иметь любое базовое образование, тем самым реализуется принцип доступности. На вечернем и заочном отделении немало тех, кто получает религиозное образование для себя, не связывая получение знаний со своей профессиональной деятельностью. Ведь образованным должен быть каждый мусульманин. В основном программа обучения направлена на глубокое изучение основ ислама, культуры и других дисциплин, касающихся взаимодействия ислама и современного российского общества. В этом случае, как и столетия назад, Мухаммадия выступает в качестве кузницы татаро-мусульманской интеллигенции. Я-то считаю, что для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, именно жизненные, не какие-то абстрактные, не какая-то фантазия, да, именно жизненные вопросы, да, то это вообще-то помогает. В медресе также хорошо организована разнообразная внеаудиторная деятельность, что создает благоприятные условия для всестороннего развития личности. Как и в других учебных заведениях, в Мухаммадии проводятся различные студенческие мероприятия, творческие вечера, конкурсы, интеллектуальные игры и многое другое. Широко отмечаются мусульманские праздники, тем самым приобщаясь к культуре ислама. В медресе также внимательно относятся и к светским праздникам. Студенты медресе имеют возможность тесного общения с молодежью светских и религиозных вузов как в рамках общих мероприятий, так и в процессе ознакомительных визитов в другие учебные заведения. О качестве образования Мухаммадии можно судить по высокому уровню знаний, которые проявляют студенты регулярно на всероссийских студенческих олимпиадах как по арабскому языку, так и по религиозным дисциплинам. И не просто участвуют, но и с завидным постоянством занимают первые места, особенно девушки. С желанием, мне кажется, любые преграды можно преодолеть, любые сложности. Главное, чтобы было желание. Те знания, которые я получила в стенах своего учебного заведения Мухаммадия, я хочу их применять в своей жизни. Однако лучшим аргументом в пользу высокого уровня Мухаммадии являются его выпускники. Они сегодня работают во всех уголках России. Среди выпускников Мухаммадии огромное количество мусульманских религиозных деятелей России. Среди них муфти регионов России, их заместители, руководящие и преподавательские кадры мусульманских учебных заведений, имамы мечетей, мухтасибы районов, казыи. Годы, проведенные в медресе Мухаммадии, можно назвать одними из самых счастливых. Медресе Мухаммадия мне дало многое. Особенно хочется отметить это хорошее образование, хороший уровень арабского языка, что мне, естественно, помогло в дальнейшем. Вот эти 5 лет, которые прошли в медресе, они сыграли очень большую роль в моей жизни. Учеба стала причиной не только интеллектуального роста, а также нравственного роста. Даже сегодня мне хочется снова пойти туда и снова почувствовать себя студентом этого медресе. Среди выпускников Мухаммадии много и тех, кто стали учеными в области востоковедения, лингвистики и исламоведения. Немало среди выпускников Мухаммадии представителей творческой татарской интеллигенции. Знания, которые там даются, они действительно востребованы жизнью. У нас уже отработанная программа. Есть уже реальное поле деятельности, есть качественный педагогический коллектив, который, собственно, и делает Мухаммадию Мухаммадией. Процесс у нас идет на высоком уровне. Появившись на рубеже 20 века и просуществовав всего несколько десятилетий, Мухаммадия стала венцом мусульманского образования России и альма-матер татаро-мусульманской интеллигенции. Сегодня, как и в ее знаменательном прошлом, в Мухаммадие, благодаря сочетанию предметов как религиозного, так и общегуманитарного направления, а также хорошо организованному воспитательному процессу, созданы благоприятные условия для развития всесторонне развитой мусульманской личности, способной как к национальному, так и культурному самоопределению. Возрожденный после долгих атеистических десятилетий забвения медресе Мухаммадия, и сегодня сумела стать одним из самых эффективных российских исламских учебных заведений.